5 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,24 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2456 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,2476 до 10,18 сомони, 1 российский рубль от 0,1655 до 0,1680 сомони. В пятницу цены на нефть выросли на ожиданиях того, что ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи на заседании 5 сентября. Однако рынок обеспокоен карантинными мерами в Китае и слабостью роста мировой экономики. Нефть марки Brent составляет $93,02 за баррель, марки WTI составляет $86,87 за баррель. Цена на золото в понедельник утром составляет чуть больше $1720 за тройскую унцию. Показатель сдерживается дорогим долларом, при этом энергетический кризис в Европе поддерживает спрос на традиционно надежный актив. Это следует из данных торгов. Средняя стоимость электроэнергии в Таджикистане в первой половине текущего года без учета ОАО «Таджикская алюминиевая компания» снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Отмечается, что с учетом ТАЛКа средняя стоимость электричества за этот период снизилась на 1,8%. В Минэнерго подчеркивают, что средняя стоимость электроэнергии в первой половине этого года без учета ТАЛКа составила 28,16 дирхамов, а с учетом этой компании 25,96 дирхам. Связывается это со снижением стандартной ставки налога на добавленную стоимость с 1 января этого года до 15% с 18% ранее. Следует отметить, что ТАЛКо является крупнейшим потребителем электроэнергии в республике, на который приходится около 20% в общем объеме потребления в стране. Данная компания получает электричество на льготной основе. Средний тариф для ТАЛКо почти в 6 раз ниже, чем для других промышленных предприятий страны, которые платят за каждый киловатт 55-14 дирхамов. При таких низких тарифах ТАЛКо умудряется находиться среди двух крупнейших должников за электричество. Задолженности алюминиевого гиганта, по данным Barki Tojik, в 2021 году выросли почти на 70 миллионов сомони и к началу нынешнего года достигли около 460 миллионов сомони. В августе мировые цены на продовольственные товары несколько снизились, об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО. Цены на зерновые снизились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такая тенденция отражает улучшение перспектив производства в Северной Америке и России, а также возобновление экспорта в рамках Черноморской инициативы. Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в августе по сравнению с июлем снизилось на 1,9% и составило 138 пунктов. Этот показатель, достигший в начале года рекордно высокого уровня, снижается 5-й месяц подряд, но все еще на 7,9% превышает значение, зафиксированное в 2021 году. Россия готова нарастить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Об этом сделал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в ходе переговоров с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, пишет подробно.уз. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного доступа сельхозпродукции и продовольствия, сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора и другие актуальные темы двустороннего взаимодействия. По словам главы Минсельхоза Российской Федерации, российско-узбекские отношения традиционно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Узбекистан является для России важным партнером в сфере сельского хозяйства. Это подтверждает ежегодный рост товарооборота. В 2021 году он увеличился почти на 20%. Благоприятная тенденция наблюдается и в текущем году. За 7 месяцев объем взаимной торговли вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.